На улицах и во дворах многоквартирных домов Ухты работы в самом разгаре. В этом году здесь приведут в порядок свыше 100 тысяч квадратных метров дорог и дворовых территорий. Это 159 миллионов рублей из различных источников, в том числе и часть гранта, который муниципалитет выиграл на подготовку празднования Дня Республики. Половина средств ушла на ремонт как раз дворов и подъездов к ним. Работать надо с жителями, нужно работать с управляющими компаниями, нужно эти все вопросы даже обязательно. Потому что идет благоустройство дворов, территория в таком состоянии быть не может. Еще часть гранта освоили в недрах Дворца культуры. В здании отремонтировали кулуар второго этажа, полностью заменили покрытие стилобата, приобрели сценический комплекс со световым оборудованием. За счет муниципалитета заменили кровлю. Гости заодно оценили еще и актовый зал, костюмерное, гримерное, фойе. Вот здесь еще люстры будут небольшие, вот здесь будут висеть. Ну, в общем, вот отлично. Все, что мы сделали, как говорится, в этом году, конечно, здесь все новое, все поломали, как говорится, все. Шикарно. А это новый памятник, и посвящен он всем романтикам, без которых, по словам главы, не было бы республики. Именно они когда-то много лет назад начали осваивать суровый северный край. Этот монумент стал настоящим подарком ко Дню Республики благодаря газовикам компании «Газпром Трансгаз Ухта». Сергей Гапликов поблагодарил генерального директора предприятия Александра Гайворонского и подчеркнул, когда руководитель мыслит глобально, когда у него есть тяга к искусству, то все вокруг качественно преображается и совсем по-другому работает и само предприятие. Сама мраморная скульптура изображает парня и девушку, лица которых устремлены ввысь, видимо, в мечтах о великом будущем. Автору, московскому скульптору, перед тем, как приступить к работе, пришлось изучить историю. Когда организаторы предложили мне сделать памятник комсомольцам, я прежде всего почитал историю и понял, что на такие поступки способны настоящие романтики, которые делают самоотверженно для страны, для Родины, скажем так, работая за идею, делают великие дела. И чтобы передать этот образ романтиков, я сделал портреты, устремленные в небо, которые смотрят на небо, на звезды, на облака, на северное сияние. Между тем, на улицах Ухты начались народные гуляния. Так, «Северная жемчужина» одна из первых в регионе дала старт празднованию 96-летия республики. Тут и там в городе развернулись интерактивные площадки. В секторе «Юнармия» члены военно-патриотического клуба «Пересвет» устроили показательные состязания по сборке и разборке автомата. За минимум разбирал за 13 секунд. Учился 2 года. Так, научился разбирать, дальше тренировки, и все, само пошло. На скорость уже, на время, и все. На Комсомольской площади под открытым небом расположилась арт-галерея. На 30 мольбертах работы молодых ухтинских художников. Арт-галерея у нас уже проходит 3-й раз. Впервые она была создана в 95-летию Республики Коми. Это был грант главы республики. И, в общем-то, по откликам ухтинцев и гостей города наша идея получила очень такую положительную оценку. И теперь ухтинцы каждый год День молодежи. И вот сегодня с нетерпением ждали нашу площадку. Возле обновленного Дворца культуры в большом хороводе закружились национальные коллективы Коми и финно-угорских регионов. Я поздравляю нашу родную Коми-республику с днем рождения, 96-летием. И скоро будет 100-летие нашей республики. Желаю всем нашим людям в республике счастья, здоровья, благополучной жизни и большого будущего. Так Ухта, как географический центр республики, стала пионером подготовки к вековому юбилею Коми, отметил глава республики Сергей Гапликов. Елена Кононова, Любовь Филиппова, Олег Жуковский, телеканал Юрган, Ухта.